Нам известно, что вы ведете дело Максута Ибрагимова. Можете рассказать о нюансах и, насколько нам известно, его же тоже похитили. Как это произошло? Что вам известно вообще? Максут Ибрагимов проживал в России более 10 лет. В 2008 году он получил гражданство Российской Федерации. Летом прошлого года, 2014 года, возникла идея, инициатива. Мне рассказывают, что эта инициатива была согласована в том числе и в Таджикистане по созданию молодежной организации «Молодежь за возрождение Таджикистана». И эта организация была создана. В сентябре 2014 года инициативная группа подала на регистрацию устав этой организации, Минюст Российской Федерации. Но вот дальше начались интересные события. В октябре Максут был арестован за то, что он совершил некие преступления против государственной власти Таджикистана. Речь шла о призывах к вооруженному перевороту, но был отпущен. То есть прокуратура российская решила его не выдавать, потому что он гражданин Российской Федерации, это очевидно. Своих не сдаем, граждане Российской Федерации выдаче не подлежат. В ноябре Максуда пытались похитить. На него было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Да, его с огнестрельного и холодного оружия, его подрезали, он лежал в реанимации некоторое время, но похитить его не удалось. После Нового года, 20 января, к нему и его гражданской жене в Москве пришли работники отдела полиции метрогородка и сказали: собирайтесь, вот вы в розыске. Ну, он знал, что он в розыске, он гражданин России. Он ушел и 2 дня дома не появлялся. Ко мне, к сожалению, уже обратились родственники буквально через 5 дней после этого инцидента. Максут дома не появляется, что такое? Начали выяснять. Пошли в метрогородок, где наш муж, собственно. И говорят: да ничего, никаких проблем, его ищет Таджикистан, мы его отвели в Преображенскую прокуратуру, и та его отправила домой. Как домой? Он же гражданин России. А вы знаете, он, оказывается, не гражданин России, оказывается, 2 месяца назад ему аннулировали гражданство Российской Федерации, он гражданин Таджикистана, поэтому пусть таджикские власти с ними сами разбираются. Они пошли тогда в суд, потому что вопрос возникал элементарный. А, собственно, как это так? Человек должны арестовать, экстрадировать, то есть должна Генеральная прокуратура вынести решение, это решение обжалуемое. Экстрадируемый может обратиться в областной или в районный суд, в данном случае Московский городской суд, обратиться за защитой против экстрадиции. В общем, это целая процедура. Да нет, зачем? Вот он уже дома. И через буквально несколько дней выступление прокуратуры Таджикистана, да, он дома, он сам приехал, он, наверное, по родине соскучился. Почему-то все похищенные очень так часто заявляют о том, что не могут они жить больше без дома, без родного. Они сами вернулись, сами сдались. Его судят, сейчас суд, заканчивается следствие, на днях начнется судебный процесс. Наши власти, мы написали заявление. Во-первых, мы обратились в Европейский суд, но уже было очевидно поздно. Очевидно поздно. Естественно, запрет выдачи нам не дали, потому что человек объявился уже в Таджикистане. Что запрещать, если он уехал? Дело в Европейском суде находится. Далее по этому делу Российская Федерация вынуждена будет ответить, каким образом человек оказался там, где он не должен по закону находиться. И одновременно происходит проверка, результаты которой до настоящего момента нам не доведены, что, собственно, с ним произошло 20 января, куда он, собственно, делся, как это так. Человек пришел в прокуратуру, и оттуда он не вышел, а вылетел в Таджикистан. Вот вам еще один пример, каким образом наши доблестные правоохранительные органы защищают права, в данном случае уже граждан Российской Федерации, потому что Максут Ибрагимов был гражданином России. И еще один довод за то, что даже наличие
паспорта гражданина Российской Федерации не защищает от этнических узбеков, таджиков, от такого рода незаконных действий.